Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. Осторожно, мошенники. Жительница Намского района стала жертвой аферистов в интернете. Новые виды услуг в век высоких технологий. Расскажем о многофункциональности районной библиотеки Ленска. Один из способов знакомства. У якутского представительства в Москве появится своя песня. В начале выпуска об эпидситуации в республике. На 20 января выявлен 761 новый случай коронавирусной инфекции. Так, в столице региона зафиксировано 570 случаев. Продолжает антирейтинг Мегино-Кангаласский район, в котором 54 заболевших. 31 случай в Алданском районе, 22 в Мирнинском, 19 в Хангаласском, 17 в Нерюнгринском, 11 в Горном. Еще в 10 районах Якутии выявлено от 1 до 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки в стационары нашей республики поступило 7 детей. Уважаемые родители детей, как школьного, так и дошкольного возраста, обращаем ваше внимание на необходимость контроля за детьми, которые осуществляют либо находятся на дистанционном обучении. В связи с чем обращаем ваше внимание на то, что при том, что дети в большей степени должны находиться дома под вашим, соответственно, контролем, который вы уже в обычной для вас форме осуществляете. Кроме того, обращаю внимание на то, что у нас продолжается дистанционное образование детей, всех, кроме 9-11 класса, как выпускных. И, соответственно, в режиме повышенной готовности работают детские сады. В полицию Намского района обратилась местная жительница с сообщением о мошенничестве. Женщина рассказала, что, желая получить прибыль в сети интернет, вступила в переписку с пользователем социальной сети Инстаграм. В ходе переписки потерпевшая перешла по неизвестной ссылке, ввела данные своей банковской карты, в том числе защитный код с оборота, и перевела первый взнос в размере 20 тысяч рублей на счет, который ей сообщила злоумышленница. Далее в процессе обмана аферистка попросила позвонить в банк и подтвердить операцию, заверяя, что все средства будут перечислены обратно на карту женщины, что она и сделала. После транзакции мошенница перестала выходить на связь, удалив с переписки все ссылки. В результате у потерпевшей были похищены более 97 тысяч рублей. Ну а инспекторы лесничества Амгинского района проводят рейды в целях недопущения и предупреждения лесных пожаров. Вот уже на протяжении 74 лет Амгинское лесничество проводит системную работу в части использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов. В настоящий момент в организации работает 18 инспекторов, которые выполняют работы по выделению делян, проводят рейды по предупреждению незаконной вырубки лесного массива, недопущению лесных пожаров и соблюдения законов пользователями леса, а также проводят профилактические беседы. 2021 года на территории Амгинского лесничества заключено более 1500 договоров купли-продажи в общем объеме 67 тысяч кубометров. По итогам рейдовых мероприятий выявлено 27 административных нарушений, из них по нарушениям пожарной безопасности 25, и одна незаконная рубка и одно нарушение санитарной безопасности в лесах. В Якутске прошло расширенное оперативное совещание Северо-Восточного линейного управления Министерства внутренних дел России. В ходе мероприятия были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 2021 год. Так, раскрываемость преступлений за прошедший год составила 83,5%. На 12% увеличилось выявление преступлений по хищению чужого имущества, совершенных путем кражи. Отмечается снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах, на 43%. В целом, по итогам года наблюдается положительная динамика, правильная организация и высокие показатели в работе подчиненных линейных подразделений. С положительной стороны отмечена организация работы по противодействию преступлениям экономической направленности. Выявлено в 3 раза больше преступных деяний, совершенных против государственной службы, и в 2 раза фактов дачи мелких взяток. В навигационный период 2021 года отделом по борьбе с преступными посягательствами на грузы в 4 раза увеличилось выявление преступлений, связанных с хищением горюче-смазочных материалов. Аналогично прошлому году остается выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом раскрыта деятельность организационного преступного сообщества.
Сегодня состоится торжественное собрание общественности республики, посвященное 75-летию со дня рождения видного государственного и общественного деятеля, заместителя председателя правительства республики, народного депутата Государственного собрания Якутии 2 и 3 созывов, члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Роберта Андреевича Бурнашова. В рамках программы проведения юбилейных мероприятий сегодня состоялась церемония возложения цветов к мемориальной доске по улице Петра Алексеева. Он ушел от жизни 56 лет в самом рассвете сил. В период перестройки он для развития республики сделал очень многое. Действительно, да, тогда была неразбериха. Новая власть вводила новые такие понятия. Но он, будучи экономистом, финансистом, работая, руководя 2 государственными комитетами, защищал интересы нашей республики. Центральная районная библиотека Ленска начинает предоставлять читателям новые виды услуг. Это не только ознакомление с новой литературой, но и освоение интернет-пространства, а точнее помощи в его освоении пожилым людям. И она не касается чтения статей в интернете, а является более социально значимой. Это регистрация на госуслугах, помощь при оплате ЖКХ и многое другое. Подробности далее. Помощь пожилым людям при регистрации на сайте госуслуг, оплата ЖКХ и подача заявлений онлайн. В районной библиотеке до недавнего времени это были разовые консультации. С этого года здесь заработал целый сектор электронных ресурсов, в котором можно получить большой перечень услуг. Такая помощь в первую очередь сегодня необходима пенсионерам, большинство которых не владеет компьютером. Также услугами могут воспользоваться все желающие ленчане. Он у нас нацелен не только на работу с пенсионерами. Здесь могут работать, прийти поработать на компьютере, выйти в интернет, справочной системы «Консультант плюс», выйти в сводный каталог библиотек республики. Можно здесь провести небольшое семинарское занятие, какие-то консультации. Можно сюда приглашать специалистов, проводить для небольших групп. И наши специалисты в этом секторе занимаются еще и продвижением наших собственных библиотечных услуг. Сектор электронных ресурсов работает всего неделю, и его уже посетило более 30 человек. Сегодня большинство обращений поступает по составлению заявления в негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень», так как филиал в городе Ленске был закрыт. Люди вынуждены либо отправлять по почте, Почта России, скажем так, да, либо электронные заявления. Электронные заявления, конечно же, у них не получается самим отправлять, заполнять. Мы помогаем отсканировать все документы, отправляем все. Сложности, у нас, в принципе, сложностей, наверное, пока никаких не возникает, потому что если к нам приходят с запросом, который мы не знаем, мы начинаем учиться все вместе. Пенсионерка Полина Гурова сегодня как раз и обратилась в сектор электронных ресурсов с просьбой помочь подать заявление в «Алмазную осень». Я вообще ничего не понимаю в этом деле, потому что мы уже старые все. Так что я ничего вообще, поэтому сюда и пришли. Сейчас пойду домой, еще у дедова возьму документы, чтобы девушка доделала мне все. Женщина оценила обслуживание. Внимательный и вежливый персонал решил проблему и оставил довольной. Сектор электронных ресурсов работает с понедельника по пятницу с 9 утра до 7 часов вечера. Все услуги предоставляются бесплатно. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Тем временем в Кемерово по итогам 3-дневного визита Международного комитета игр «Дети Азии» состоялась рабочая встреча президента организации Владимира Максимова с первым заместителем губернатора, председателем правительства Кемеровской области Вячеславом Телегиным. Основной темой для обсуждения стали вопросы подготовки ко 2-м зимним международным спортивным играм «Дети Азии». Кроме этого, стороны уделили особое внимание образовательному проекту по развитию зимних видов спорта. Уникальная программа, которая позволит юным спортсменам из Азии повысить спортивное мастерство перед играми, которые пройдут в Кузбассе. Стоит отметить, что проект поддержан Департаментом олимпийской солидарности. В результате его реализации Кузбасс станет центром подготовки по зимним видам спорта для азиатских стран. Россияне отметили Крещение Господне. В Якутии традиционные купания прошли лишь в 10 районах и столице региона. Во многих районах мероприятия отменили из-за пандемии. В Алмазном регионе купель оборудовали только в Мирном. Наши коллеги понаблюдали за процессом. В столице Алмазного края полночь, особенная крещенская.
Купели, что на реке Ирилях, пришли десятки людей. Отец Владимир освещает Иордань, и начинаются крещенские купания. И минус 40 на термометре не помеха для верующих. Окунуться в крещение пришли мирнинцы от мала до велика. Кто-то погружался в ледяную купель максимально быстро, другие не торопясь, соблюдая все обычаи и традиции. Традиция купания в крещении корнями уходит в далекое прошлое. А в Алмазном крае массовое купание в проруби проводят относительно недавно, с 2005 года. Тогда в Айхале было первое в республике массовое окунание в ледяную воду. После присоединился Мирный и вся Якутия. Православные считают, что в крещении вода в Иордании становится святой, особенной и обладает целительными свойствами. Те, кто боится или не может по медицинским показаниям, просто умывают лицо, либо набирают воду в бутылку. Сегодня купание в купели в крещении все чаще дань моде. Люди ради фотографий и лайков в социальных сетях готовы нырнуть с головой. Несмотря на то, что не являются православными. Но церковь не против. В этом нет ничего, скажем так, запрещенного для человека. Понятное дело, что у каждого человека может быть своя мотивация, своя причина, почему он это делает. Здесь, понимаете, как сам человек к этому относится. Вот выложить фотографию можно для чего? Для того, чтобы свидетельствовать об этом, а можно для того, чтобы потешить свое тщеславие. Верующие убеждены, заболеть, окунувшись в ледяную прорубь, в крещении невозможно. Да многие об этом и не думают. Они больше уверены, что через купание человек очищается духовно. Для меня это, во-первых, приобщение к великому празднику. Это общая энергия, это посыл во Вселенную добра, всяких хороших пожеланий всему миру. Это очень классно. Ощущение жжения и какого-то расслабления, единения со всем миром. Это всем советую. Крещенские купания в Мирном продлятся сутки. Окунуться в ледяную Иордань на реке Ирилях можно до вечера 19 января. Анна Винокурова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». У якутского постпредства в Москве появится своя песня. Конкурс на создание музыкального произведения, посвященного столетию образования постоянного представительства при президенте России, объявили полгода назад. В финал вышли 3 авторские группы. По решению профессионального жюри победу одержал композитор Николай Андросов. Его песня прозвучала в исполнении известной артистки Сахаи. Музыкальное произведение на якутском и русском языках будет звучать во время официальных встреч, праздников и других мероприятий. Презентация должна состояться этой весной во время юбилейных торжеств в Москве. Это еще один способ познакомить жителей и гостей столицы с культурой нашей республики. Мы также сегодня договорились, что создадим программу определенную продвижения музыкальной культуры нашей республики, и этнической, и классической, и максимально будем использовать возможности постпредства для того, чтобы наши исполнители, певцы, музыканты обязательно имели возможность как на базе постпредства, так и других залов Москвы, Санкт-Петербурга продвигать свое искусство. Тем временем единственный в мире государственный музей и Центр Хамуса народов мира организовал для посетителей очищающее душу и тело мероприятие благословления Хамусом. Сам музей был создан 30 ноября в 90-м году. Его уникальность – это коллекция хамусов из 57 народов мира в количестве около 2000 единиц. Экспозиция музея представлена в 4 залах, где хранятся самые уникальные инструменты. Вот сегодня выступают наши импровизаторы-хумусисты. Они же, и 3 из них кандидаты на конкурс «Хумусист-виртуоз мира», который должен быть в этом году в июне месяце. 3 из них – это Эркин Алексеев, ученый-секретарь музея Центра Хумуса народов мира, Туяра Анатольевна Журкова, заведующая экспозиционно-выставочным отделом, и Айсен Джоллохов. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.